Колорадская лента, 9 мая, можем повторить. Путин — это топ. То есть ему по сраку дай, он повалится. Но все так однозначно, Николай. Во мне течет русская кровь. Я все думал, коли ты начнешь себе хвалить. Русские люди — это не обязательно люди. Рубрика «Русофобия». Мы каким боком вообще, братья? Я сру в дырку в минус 40, при этом не разумеем, как быть с белорусами. Вот где ты был 8 лет? Як наши мальчики в Сирии, Для белорусов непонятно. почему мы не русские со знаком качества, русский рок говна Говно, кусок. Да, то есть серьезно, то есть как бы. То бок я отрыжка СССР. И это стало той базой. В итоге они их закололи заточками. Собак съели, всех собак съели до единой. 30% населения срет в дырку в земле. Мне подается, что это pure Russia. Ну, тоже тема, конечно. Моя бабушка, 83 гады, лічыць, што яна дажила до гэтага ўзроста толькі з-за Пуціна. Немножко образумиться и понять, что все это не так, как было. Адчуванне, што ты маргінал нейкі, простое, что ты працягваешь это все беларускае. Вот это эстетики городского поселка, вот эти городки, вот это все это говно. Вот это чистый холезин, хрестоматийный холезин. Да. Белорусы в состоянии украсть все. Кайфы, Коля. И, як нам казал Максим Корж, просто делаю своему зло. Один человек приехал в Беларусь из России, и когда его в деревне хотели угостить ужином, они забили кабана. И разделали этого кабана просто на части. Ни одной части не было выброшено. Что-то пошло на холодец, что-то запекалось, что-то жарилось, что-то варилось, что-то кипело и так далее. И он поразился, он сказал: странно, белорусы, вы странно едите свинину. Мы вырезаем хороший кусок, а остальное свинью доедают собаки. Ну или кто-нибудь другой доедает. И вот сегодня пришло время спросить: Беларусь — это Россия? Я надеюсь, что ответим мы чуть позже, но очень подробно. А готовить мы будем треску. Но это хитрая история, потому что у меня уже стоит и карамелизуется лук. Лук карамелизуется в кокосовом масле. Понимаете? Это особая история, потому что этот лук, карамелизованный в кокосовом масле, станет базой для того рагу, которое мы приготовим. Но для начала нам нужно приготовить вот эти самые фрикадельки для рагу. Для этого мы берем... Да, это он, блендер. И сюда мы кладем рыбу. Вы знаете, меня часто упрекают, что я критикую граждан соседней страны. Говорят: как ты можешь так обо всех говорить? Но я не обо всех, я о каких-то конкретных. И я на это имею полное право. Во мне течет русская кровь. Когда я сделал свой ДНК-тест, выяснилось, что у меня на 65% кровь из Сибири и Урала, на 30% из Финляндии и на 5% из Чили. И Чили — это не перец. Итак, мы перемололи до однородной массы рыбу. Теперь мы кладем сюда лук. Имбирь, чеснок и, как ни странно, кубик бульона. А еще перец чили. Лук уже карамелизовался. Я убираю вот эту бумагу. Эта бумага называется в французской кулинарии картуш. Картуш — это бумага, которой ты накрываешь, чтобы какое-то блюдо или какая-то компонент какой-то протомился. Мы в данном случае карамелизовали лук в кокосовом масле. И это стало той базой, на базе которой мы будем создавать наше рагу. Замесили все это вместе до однородной массы. Мы размешали наш фарш для тефтелей. И сейчас мы подготовим для рагу то, что мы туда добавим.
А добавим мы туда следующее. Первое, помидоры, которые мы мелко порежем. Еще мы добавим пасту чили и томатную пасту. И тимьян. Мы взяли свежий тимьян, и мне кажется, что это гораздо лучше, чем брать сухой тимьян. Я поехал в Екатеринбург получать приз за свою пьесу. Приехал туда, там вручение призов, а потом президент фестиваля Николай Коляда, созвучный с фамилией моей супруги, везет всех на дачу. И мы приезжаем в какое-то село в Екатеринбургской области. Нет, у них еще парадокс в том, что Екатеринбург, а область Свердловская. То есть я не знаю, не понимаю, как это у них работает, но это так. Чтобы не менять документы, да, для алименщиков. И вот я в какой-то момент захотел, извините, по малой нужде, и говорю, а туалет куда? А мне говорят, сам Коля говорит мне, вниз по сухому ручью. Я выхожу за дом, вижу русло сухого ручья, иду вниз, там нет туалета. Я возвращаюсь и говорю, но там нет туалета. Он говорит, там нет туалета. По сухому ручью. То есть я должен там по сухому ручью и опорожниться. Ну, тоже тема, конечно. Но я как-то не привык. Мне кажется, что уровень добробыта и благосостояния народа или его уровень культуры можно определить по одной позиции. Это количество дырок в земле, в которые ходят в туалет населения. В России, как мне говорят, это порядка 30% населения. Чудовищная цифра на самом деле. Для белорусов непонятно. И при этом еще огромная доля населения топит, отапливает свою жизнь дровами. Я в свой карамелизованный лук, вот он вот такого вот потрясающего цвета стал в кокосовом масле, я туда добавляю порезанные помидоры. Вот влагу не стоит эту добавлять, она не особо нам нужна, у нас и так сочности хватит, достаточно этих кусочков помидоров. И сейчас сюда же мы добавим пасту чили и томатную пасту. Это паста чили, 2 чайных ложки для остроты, я надеюсь, мой гость воспринимает острую пищу. И томатная паста. 4 ложки. А вот еще история. Прям вот она недавно произошла. Это в Волгоградской области в тюрьме. Какие-то люди, они взяли заложников из числа сотрудников колонии. И в итоге они их закололи заточками. Точнее сказать, ножами. Добавляю 2 листика лаврового листа и добавляю тимьян, который сейчас слегка порежу. Да, так вот, они закололи этих людей заточками, и вскоре выяснилось, что накануне они, пользуясь вот, как бы коррупцией в среде сотрудников, эти заточки у них и купили. Я не очень представляю себе всю эту историю, произошедшую в Беларуси. То есть я понимаю, что может быть и не такое, может быть и гораздо что-то жестче, но пока я вот не очень понимаю, как мы такой долгий промежуток времени считались друг друга братьями и сестрами, младшими и старшими. На чем базировалась вот эта наша вера в то, что мы братья? Почему мы вот эту советскую так долго тащили за собой, вот эту советскую историю? Я чуть-чуть добавлю огонь под рагу, и сейчас нам предстоит сформировать вот эти шарики, фрикадельки из рыбы, и обжарить их, чтобы потом добавить в это рагу, и тогда это все вместе приготовится. Еще одна история с Урала. Челябинский мэр решил обустроить какому-то из праздников, празднику города, что ли, он решил обустроить набережную реки и создать там первый на реке Урал пляж. Они где-то надыбали белый песок, завезли его, огромное количество, раскатали из него пляж, навкапывали грибков, сделали переодевалки,
И это все просуществовало неделю. Потому что водителям на джипах очень понравилось на этом песке дрифтовать. Переодевалки порубили на дрова для мангалов, а спилили грибки и катались на них, как на лодках. Так закончилась история первого уральского пляжа. Народ не готов. Пока. Так сказал мэр. Я понимаю, например, эту историю, то есть я прекрасно ее себе представляю, но я не могу представить ее в Беларуси. Наверное, какие-то бы люди нашлись, которые бы захотели все это устроить, вот попилить и пожарить. Но в целом как-то мне с трудом верится, что у нас такие кадры есть. Или еще история. Приезжаю отдыхать в Закопаны. Это в Польше, горнолыжный курорт. Ну, средний такой горнолыжный, потому что горы там не очень, больше лыжи. Подружился с владельцем отеля, который в военное положение уехал, во время военного положения уехал в Америку, заработал там денег, вернулся и в Закопаны построил отель на 16 номеров. Красивый, из белого дерева, прям вот как песня. Это красиво стоящий среди елей маленький отель, как будто из сказки. И вот мы сидим с ним как-то поздно ночью и выпиваем что-то. Вдруг он сказал, голос изменился, он сказал: знаешь, Коля, как обидно. Вот русская семья вчера уезжала, муж, жена и 2 детей. Уезжали ночью и украли с елки все игрушки. В этом была какая-то скорбь. Он не то чтобы хотел сказать, какие русские плохие, а он просто говорил, что ну вот так получилось. Так получилось. Неудобно, некрасиво, неуютно ему теперь. И вот тут у меня тоже вопрос. А можете представить такую белорусскую семью? И вот наши вот эти рыбные тефтели, они обжариваются, рагу готовится. Параллельно мы отвариваем рис, чтобы у нас был гарнир, но мы не усердствуем с большим объемом этого гарнира, потому что у нас и так здесь овощи, рыба. Эти тефтели мы обжариваем, и когда они будут готовы, а они в полуготовности точнее, мы их переложим в рагу. В этом рагу они пропитаются рагу, и у нас появится, собственно говоря, уже окончательная вот эта масса. Я не хочу выглядеть таким закоренелым русофобом, таким безумным, захлебывающимся от ненависти. Меня просто не очень понимаю, как мы все велись вот на эту историю нашей многовековой дружбы. Да не было никакой дружбы, у нас все войны проходили на наших территориях, русские воевали то с поляками, то со шведами, то с кем попало, и все это было на нашей территории. То есть при чем тут какое братство, о чем идет разговор? Откуда мы вообще это взяли, откуда это все придумалось? Понимаю, что это была политика государства в то время. Но уж 30 лет прошло после того государства. Уже ж пора немножко образумиться и понять, что все это не так, как было. И Калашников не тот, и Циолковский не очень. Да? Помните, когда российская армия шла в наступление на Украину, и у них в боекомплектах были тротиловые шашки. А потом оказалось, что все эти шашки украдены, и ими глушили рыбу, а вместо них положили аккуратные деревянные брусочки. Вы представляете себе, когда люди украли все? Вот я не помню, что белорусы воровали друг у друга все. Знаете, а про белорусов есть такая история. Я, конечно, буду выглядеть сейчас таким идеалистом, но мне не страшно. Про белорусов такая история. У моего друга Володи Цеслера всегда праздновался день рождения на 5-м пляже Минского моря. Это традиция. Этой традиции были десятилетия. До того момента, как он вынужденно эмигрировал в 2020 году, это было прям всегда. И туда регулярно приезжал Володин друг Андрей Макаревич. И Андрей, там мы все с ним перезнакомились, как-то общались, и он делился своими впечатлениями от этого дня рождения. И он рассказал такую штуку. Он сказал: знаете, чего я поразился? Что когда заканчивался день рождения, все начинали убираться на поляне.
И поляна была всегда идеальной чистоты, когда оттуда уезжала вся эта группа. И он сказал, и я стал тоже убираться, потому что я не мог не поддаться этой общей динамике. Но потом всплыли еще одна информация. Оказывается, сотрудники милиции, которые там дежурили, они всегда разрешали проводить этот день рождения именно на пятом пляже, потому что они знали, что после того, как группа уедет, а группа эта насчитывала несколько сот человек, на пятом пляже будет чище, чем было до приезда этой группы. Мы готовы со всеми работать, дружить, торговать. Мы не готовы воровать друг у друга все. И мы живем немножко другими принципами. Я хочу с моим сегодняшним гостем обсудить вот это все. Почему это так? Почему мы, первое, почему мы настолько разные, имея общую границу? Почему это исторически мы жили рядом всегда, ну так уж получилось географически, но при этом мы так и не стали общим телом? Почему мы не восприняли друг друга, хоть и ходят сейчас белорусы на концерты российских, мы назовем их звездами, с большой долей оговорок. Но почему все это так? Я хочу пригласить сюда, чтобы съесть со мной вот это рагу с тефтелями в кокосовом соусе, Никиту Белкозерова. Обняться с потным мужиком, это то, чего я хотел. Больше за все. Рады бачить, Миколай. Можно з'ехать з театра, але театр з Халезіна не сиходить. Не сиходить, так. Ну як ти? А ты? Нормалёва. Я вот гляжу, что с намеком на узрост у нас Да. сегодня ежа, мягонькая. Да, Дякую мягонькое тебе, все. великий, давай ты. Понимаешь, потому что когда возраст приходит, его сначала не ждешь, а потом понимаешь, что надо как-то все уже попоснее, то есть как-то больше овощей, рыбы. Вот тебе будут и овощи, и рыба. Дякую, великий. Ну как ты сам-то? Как джип Nissan. Я приехал из Украины, у меня ПТСР. Скажи мне, ты ПТСР этот как-то его лелеял, или ты его просто получил и думаешь, как бы от него избавиться? Я думаю, отрималося по факту. Плюс я как бы вельми важный поинт. Я не хочу прапагандаваць, я не хочу пакутаваць ад укркалдзізма, які у нас таксама часцяком развіваецца, праз тое, што ёсць пэўны крызіс ідэнтычнасці. То бок мы как бы мы разумеем, што мы там не рускія, мы разумеем, што мы не украінцы, але мы пры гэтым не разумеем, как быць беларусамі. І праз гэта атрымліваюцца вялікія хістанні наконт таго, што вось украінцы малайцы, давайте мы все будзем украінцамі. Як сказаў калісьці наш з табой агульны знаёмы Саша Івулін, які, до речі, був у вас в ефірі, можна вивести спасилку на екран. Так. І з яким, до речі, ми зробили сумісний проєкт «Нешта будзе». Подписывайтесь, коли ласка, на наш Баймі кофе. У принципі, я все виконав, що хотів з этой передачі. Я можу ісці. Спасибо. Карацей, дык вось, як ён сказаў, што пачалася вайна, і мы пачалі крычаць, што навошта спажываць расійскае, шаноўныя беларусы. Ну, то бок вы такім чынам вы працягваеце как бы рускую культуру, і вы дапамагаеце. То бок мы
важная частка таксама і украінскіх гэтых расійскіх праглядаў. Он кажа, ну все здорово, покричали, все пошли глядзець украінскае. Как бы сканцэнтравацца на сваім даволі цяжка. Таму я не холіл, не лелеял, па-руску кажучы, свой гэты ПТСР. І агулам я разумею, што раскідвацца гэтым словам не вельмі добра, праз тое, што там ёсць людзі, якія правялі на нуле, ледзьве там, ну, не годы ўжо атрымліваецца, на жаль. І там сапраўды вялікія праблемы. Але адчуванне нейкай несправядлівасці там, безумоўна, абвастраецца. І пры гэтым адчуванне таго, што ёсць аб што натхніцца, оно таксама вельмі павышаецца, і проста адзінае, што гэтым, ну, трэба карыстацца. І ад гэтага вельмі хочацца атрымаць, вельмі хочацца адчуванне, што ты не самотны, што ты не адзін, што гэта не патрэбна табе аднаму. Таму што ў выніку безумоўна, ну то бок адчуванне, што ты маргінал нейкі, простое, што ты працягваеш гэта все беларускае, што ты там напружваешся, што час ад часу ты яшчэ можаш там, ну это горшае, што можа быць, калі ты пачынаеш быць таксічным на беларускай. Давай попробуем, а я тебе скажу, что я на это что думаю. Скажи. Ты сначала скажи, как еда. По-ранейшаму мягенькое, подобается. Давай до мяса мы долезем. Это не мясо, это рыба. Это рыба. В этом возрасте уже надо рыбу как-то больше, чем мясо. Беларускі дабрабыт, што гэта пэўны філасофскі стан, пэўны стан беларускіх думак. І параўнаць яго там з рускім мірам. Мне падаецца розныя вельмі гісторыі, таму што дабрабыт, гісторыя больш чалавечая. То бок дабрабыт я прымяняю сябе. Рускі свет к сябе прымяняе цэлая дзяржава. А мне падаецца, што дабрабыт гэта вось шлях да нейкага беларускага міра. То бок ён не абавязкова такой же, как рускі, он нейкі іншы. Я вельмі спадзяюся, што он вельмі іншы. А рускі свет, ну там агулам з дабрабытам как бы вялікія праблемы. Дык вось, мне падаецца, што вось гэтыя вось кніжкі, которые былі суперпапулярнымі, которые прадавалі Хюге, Лагам, мне бы хотелось, чтобы мы калі-нибудь доросли до того, каб з'явилась такая книжка беларускі дабрабыт. І гэта было бы вельмі і вельмі здорово. Ты малайчына, вельмі смачна. Мне вельмі спадабалася. Дякую. Давай, теперь этот рубрика «Русофобия». Забавная русофобия. Забавная русофобия чуваков, які народились в России. Я нет, я в Минске, кстати, это ты. Ну у тебя же корни некие, да? У меня, да, у меня родители. Меня несколько раз отменяли за то, что я народился в Хабаровску, за то, что у меня там родные застались. І гэта общаешься сейчас, нет? Слухай, это вельмі цяжка. Я вельмі не хацеў бы абагульняць. А памятаю, што калі я прыехаў у Польшу, і зразумела, што ёсць пэўны кліше у любой мове, калі ты там працуеш. Ну, бок, скажы, калі ласка, якія вот там англічане, якія французы, нейкія агульныя характарыстыцы. І я как бы простое, что я уже, ну, какие-то и до психотерапевта я ходил, и я там уже думал про белорусское питание, я кажу, слухайте, ну, 40 миллионов поляков. Ну, я не могу сказать, какие все поляки там умовно кажучи. Але, на жаль, простое, что вот моя бабушка, Марселеза Серапионовна, директриса садка в военном городочку. Моя бабуля, мне падаецца, что это pure Russia, просто. Моя бабушка, 83 гады, лічыць, што яна дажыла да гэтага ўзроста толькі з-за Пуціна. Моя бабушка вельмі доўга была дырэктрысай ў гэтым садочку, і яе памясцілі на нейкі там билборд, бигборд, я не памятаю, як ён называецца. Доска пачуту. Да, не, рекламны гэты, то бок моя бабушка там вісіць дзесьці, ну, не сама бабушка, дзякуй Богу. Хаця не ведаю, як жыццё складзецца, канешне. А што вось яе выява там вісіць на гэтых бікбордах, там як ганаровы там настаўнік, выкладчык гораду Хабаровска. І, ну, то бок, все распачалося з таго, што, ну, я не быў бабушкі патрэбны акуратна да таго момента, як не памёр мой дзед. То есть было з кім размаўляць. Пасля бабуля авалодала WhatsApp-ам, стала перыядычна мне пісаць, пасля памёр яшчэ і мой бацька, ну, в выніку как бы застаўся эфір толькі са мной. Таму, калі бабуля мне у 2023 годзе, калі ўжо шла вайна, прыслала мне гісторыі по типу там «Каларадская лента», 9 мая, можем паўтарыць, я сказал, а што ты збіраешься паўтараць, скажи, калі ласка. Ну, у моей бабкі рыторыка на ўзроўні рускія ніколі не прыграюць. Я кажу, окей, Аршанская бітва. Ну, такое, как бы я, на жаль, для мяне моя бабуля, якая лічыць, што Пуцін гэта топ,
супермужчына, якая лічыць, што Расія ніколі не прайграе, якая лічыць, што весь свет будуецца з Расіі, і вось гэта нейкі паказ. Если он умрет раньше нее, то для нее это будет удар. Я не ведаю, што для яе гэта будзе. Я как-то, ну, не вельмі... Слухай, меня крытыкавалі уже за гэта, я в токе гэта казаў, што я не лічу таксама правільным вот навязанае гэта, што, ну, какие-никакие, але родныя. Ну, не-не-не, ніхера. Калі мы каштоўнасна з імі не сходзімся, калі у нас розныя пазіцыі, то как бы до свидос. Я со своим... У меня на Урале очень много родных осталось. Я с ними не общаюсь вообще. Это на уровне разговоров. Если бы мы не начали войну, то нас бы затравили насекомыми, то есть боевыми комарами. И я такой, до свидания. Все, аривидерчи, ну, я не о чем говорить. У меня были там родные, которые... К слову сказать, если бы моя мама родила меня на год младше, то раньше я бы родился в Хабаровске. Прикольно? Неплохо. Когда я заглядываю внутрь себя, и когда я осознаю, какое говно могло бы из меня вот вылезти, то я понимаю, что это вот оттуда. То есть, когда развалился Советский Союз, я еще, при том, что в 88 году я уже вышел на Дзиды, на эти самые, я уже пошел, да, и первый раз я получил газом сразу в хлебало, то есть это прямо сразу. Как называлось? Черемуха? Черемуха, да, просто. А менты были в шинелях, блин, и в фуражках, то есть ему под сраку дай, он повалится и будет бежать за фуражкой, потому что ему ее потерять нельзя. И пластиковые щиты, которые ломали об сосну вот так вот в куски, да. И я тогда еще думал, вот Союз развалился, это же что, кто теперь за мной будет стоять? Я же только, наверное, в 91-м я только понял, что, похоже, будет кайф, что у нас будет своя маленькая страна, и мы свалим от этого. И, ну, вот этот вот ярмо братьев и сестер, это невыносимое. Слухай, ну, при тым, што рускі расіяне шмат чаго робяць вельмі кепска і там непрафесійна, і у тым ліку, калі мы там абмяркоўваем, напрыклад, там твою спецыялізацыю, у якой я не з'яўляюся там нейкім докай, то, ну, зразумела, што это вельмі добры маркетинг, але сэнс у тым, што прапаганда працуе супер якасна, яна вау, якая здоровская. Подожди, вот смотри, ты вот, тут не все так красиво. Не все так однозначно, Николай. Не все так однозначно. Вот где ты был 8 лет, кстати. Вот когда говорилось все время, что русский театр, это Станиславский, это... И вот сейчас закончился этот театр в России. Выехал он. И в итоге я получаю каждую неделю по несколько писем от русских актеров, которые просятся в Белорусский свободный театр. Они ничего не создали. Они ничего не создали на выходе. Поэтому вот этот маркетинг, он закончился. И я спрашиваю у продюсера, у немецкого, говорю, ты возишь русский театр? Он говорит, нет. Почему? Потому что мне неинтересна эстетика 70-х годов. Все. Это ведаешь ты. Ну, тому що ти гэтым займаешься. Ну, я гэта ведаю праз цябе, тому што я маю магчымасць там перыядычна патэлефанаваць табе ў Лондон, паскардзіцца на жыццё. Ну і паслухаць пра рускі тэатр пры гэтым, якое гаўно. Как бы, окей, можна паразмаўляць з, не ведаю, Сашам Чарнухам, таксама з яго экспертнасцю, якім вельмі проста і вельмі дасяжна патлумачыць, чаму рускі рок гаўна. Не проста, таму што ёсць патэнцыя і жаданне гэта зрабіць. Але я ўсё ж таки лічу, што прапаганда іх працуе вельмі якасна. Гісторыя пра брацкія народы, ну, тому что я разумею, например, окей, у меня батька русский, маці у мои 5 гадоў разводится с батьком, перевозить мяне у Беларусь, и я вот все, Россия, откуда это во мне? Мне 5 гадоў, и то бок мне падаецца, что это вельмі значно, это вельмі істотно. Потому что это большая какая-то байда. Да, это вельмі істотно в моем жыцці. И вот все это братство, это просто вынік вельмі якаснай працы, які распачаўся акуратна в Совке. Это еще в Совке. Это еще не Совок, Коля. Калі мы пачалі займацца згаляннем сонца, я вельмі удзячны лёсу за тое, што, ну, час ад часу мне безумоўна. Нет, ты уже имеешь в виду, что раньше абсолютно. Падзелы Рэчы Паспалітай гэта распачынаў перапісываць і робить больше пригожих. Я имею в виду, что у нас с тобой это появилось, потому что к нам это пришло из Совка. Ну, а до того было... Ну, то, гляди, я лічу, што трэба разумець аб'ём праблемы. Гэта праблема, на жаль, нават не там амаль стагоддзя, якое было савецкае. Гэта праблема 3 стагоддзяў. Акуратна з падзелу Рэчы Паспалітай, з таго, як пачалося, што мы там заўсёды былі разам, мы вас выратавалі і гэтак далей. Першы наш выпуск, это было 30 жнівня, амаль што... Глядите программу «Заглянет солнце», это вельмі неблагая программа, і там я пазнаю тое, чаго я нават не ведаў там в беларускай гісторыі. Дякую.
Смакоці беларускай мовы. Вот бачиш, як у тебе в році смачна стала. На цівцелькі беларуская мова і просто аргазмус. Карацей, сэнс у тым, што калі мы гэта все распачалі, я разумею, што, ну, сорі, у нас Рэч Паспалітая, у нас ВКЛ, і гэта прыблізна 550 гадоў. Да. Пасля у нас там 300 гадоў Расійская імперія плюс Савецкая імперія. Так вы мне скажыце, якія браты? Ну, то бок, асноўныя войны у нас атрымліваюцца з усходам. Пасля асноўнай фартыфікацыі ў краіне знаходзяцца на ўсходзе. Вельмі якасна працуюць, і гэта трэба прызнаваць. То бок, ну, вораг моцны. Да. Как бы, окей, это сентенцыя, якую я прывёз з Украіны, то бок там все разумеюць, што вораг моцны, і з гэтым нешта трэба рабіць. Іншая справа. Я как бы глобальна ў гэтай тэме, ну, по якому треку мы можем с тобой пайсці? Ну, закидать говном русским. Самое любимое. Ну, праз месяц я тебе потэлефаную в Лондон, зробім гэта без карты. Да, без Але, как бы, ёсць іншы трек. Мне, по великому рахунку, я зразумеў, мне все роўна, што там сабе думаюць русские. Мне галоўнае, каб у беларуса з'явіўся какое-то самоадчуванне, я не ведаю, якім чынам, может быть, как это по-русски, от противного, так? Что ты, умовно кажешь, распачалась эміграцыя, мы пачалі ездить. Так, Литва, ну, как-то нешта вот мэчыцца, але не до конца. Украина таксама вот не до конца. Ну, то бок атрымліваецца, што ты нейкі іншы. Нейкім чынам атрымалася, што ты адрозніваешся. І што больш за тое, як зрабіць так, каб беларус кайфаваў ад адчування гэтага адрознення, вось мне падаецца, што гэтаму чалавеку трэба будзе суперпрыз. Вот смотри, на меня как-то недавно у меня был такой разговор, достаточно жесткий с русскими парой людьми, и они наехали на то, что... Причем это вот как раз из таких людей, которые, знаешь, мы хорошие, как бы, и они говорят, ну как, тебе что, все равно? Как бы это? И я говорю, ребята, вот я живу в мире. Ну, так получилось, что я живу плотно в мире последние 20 лет. Просто везде, да, 5 континентов, везде работаю, нигде не как турист, а везде как работник. И для меня, говорю, ваша страна, то есть я... Камерун, Россия, Гваделупа, там, Гвадалахара, Гуантанамо и так далее. Ну, ребята, один хрен, я не знаю, что. Я не знаю, мне неинтересно. Потому что если я знаю какие-то инновации там в своей... Я знаю про китайский театр больше, чем про русский. Потому что там сейчас идут самые крутые технологические инновации. Мне это интересно. Но вы меня не убедили, как бы. Это не из-за моей русофобии, а из-за того, что нет там ничего, мне неинтересно. Ну, и я не могу себя заставить. Я тоже говорю себе, что там же есть и хорошие люди. Но я устал это говорить, мне неинтересно. Мы с тобой много говорим, но в Камеруне же есть нормальные люди. Абсолютно. Ну есть, ну зашибись. Ну молодцы, вот удачи. Но мы с тобой как-то не перечисляем все страны. Но мне не интересно, что там. Вынікам гэтай вельмі якаснай прапаганды з'явілася тое, што, ну, на жаль, частка людзей, у тым ліку ў Беларусі, цалкам безініцыятыўная, цалкам, ну, не разумеючая, ну, сэнсу і смака вось гэтай магчымасці адрознівацца. У меня есть желание даследования. У меня есть жаданне даследования хороших русских, якія яны там, ну, як яны смакуюць ці не смакуюць. Мне вельмі была важная размова з спадарняй Тамарай Эдельман, якая шчыра сказала, как бы, ну да, у нас база, у нас движок имперский. Как бы іншыя люди гэта не вельмі разумеюць. Калі Максим Кац скажа, что чуваки, я не разумею, навошта вы все енчыце про гэты контент на беларускай мове. Ну вот есть мы подаем, все нормалёва. І іншая была гісторыя, таксама, я памятаю, калі Дудь Юра записывал нас в Варшаве до свайго кіно, это не пошло в эфир, мы стоим, я кажу, Юр, ну, разумееш, беларусы, вось ты, больш-менш свядомыя, людзі, якіх, можа быць, па галаве 20-й год гэты, ну, вельмі моцна ударыў, яны не хочуць канцэпцыі брацкіх народаў, яны агулам яе не разумеюць. І я так разумею, што ён крышку завіс, таму што ён проста не думаў пра гэта. Ну, то бок, гэта не азначае, што он кепскі, гэта не азначае, што он імперец, але, ну, інакш просто інфармацыя падаецца. То бок, Беларусь, гэта такое заўсёды в комплекце ідзе. Праблема ў том, што беларусы не разумеюць там сваю значнасць. Вот ты сейчас рассказал про свой как бы трафик, а я тебе расскажу про свой. Давай. У меня как раз мне хочется показать, какие белорусы крутые, потому что я с этим сталкиваюсь каждый день. Каждый день. 4-5 дней назад объявлено, что премия «Дебют» The Stage — это
главная премия дебютантов театральных британского мира. 4 человека номинированы за оперу «Дикое полювання короля Стара». Я все думал, коли ты почнешь себе хвалить. Вот. А я не себя. Ты протримався 30 хвилин. Я это много. Звичайно, ты мне это сказал, много. что Белорусский свободный театр, привет, Никита. Вот это. Подожди, а сейчас я не про свободный театр. Я говорю про Саякову, Рябову, Дирж. Які удельничали в вашей постановке. Да, но они получили не мы, Ну. а мы там в своем были номинированы, а они получили как часть этого проекта «Украинец, украинка, две белорусские», у которых сейчас изменилась жизнь. Это люди, которые вот пришли в индустрию и сказали, мы вот сделаем. Они сделали, и их тут же заметили. Это вельмі здорово. Так я просто про что думаю, что у меня был период, безумоўна, простое, что я фрешмен у беларускай тэме, у меня был период безумоўных нейкіх там перабораў. І агулам как бы калісьці у праграме «Жыццё Маліна» мы задавали пытанне, у чым сэнс жыцця, і мне падаецца, что таксама калі мы с тобой записываліся у Вільні, яшчэ я задаваў гэтае пытанне. Я для себя стал адказваць на то, што навучыцца неяк гармонію. Для того, каб не было вось гэтых, я разумею, это вельмі суб'ектыўна, там дзе перабор, дзе перагіб, дзе не. І мне бы вельмі хацелася наконт прапаганды беларускага не быць, выбачце меня за гэта слово, токсичным. Потому что у меня таксама быў перыяд, калі я стаў дазнавацца, я такой, у меня расплюшчваліся вочы, што ніякі там мы там не рускі са знакам якасці. Я разумею, якая гэта агулам атрута, наколькі гэта, сука, якасная атрута. І разумела, у меня здарыўся перыяд, калі меня, я гэта называю, пакусаў зянон. Вось. І пачалася агрэсія. Да. Ну, то бок, што мы сваімі рукамі нібыта здаем гэтую краіну. І плюс за палітычнай нейкай кан'юнктуры зараз вось гэта здача, яна нібыта супер блізка. Вось мы падышлі да гэтай мяжы. Я разумею, што ўсё ж такі так ты беларусам не прадаш. То бок у нас адбываецца вельмі шмат. То бок ты кажаш, што гэта, напрыклад, ваш нейкая там, не ведаю, как это назвать, лайфстайл, показать, что вы классные на международном уровне. Не ведаю. Не, я же не про себя говорю. Не. А те, кто приходит в эту программу, тоже? Без проблем. Я ведаю, что там, например, Саша Івулін, наш кентафорик, робить выключно, ну, типа, наколькі крутые белорусы, там, свои соцсетки. Это так само вельмі здорово. То бок, я разумею, что прымушаць трэсці неяк беларусы, што давай размаўляй па-беларуску, давай глядзі беларускі YouTube, давай глядзі беларускія кніжкі, а прымусам не атрымаецца. Таму проста спакойна, шляхетна, стылёва паказваць, што гэта ёсць. То бок, я, на шчасце, ці, на жаль, не міністэрства прапаганды, ці не міністэрства беларушчыны, там новай, ці нейкай там старой Беларусі. Я займаюся сваім контентам, там і кантэкстам, магчыма, да. Часткова. І, як нам казаў Максім Корж, просто делаю сваёму зло. Мне было вельмі важна, калі мы пачыналі праект па гісторыі, каб гэта было, я з вялікай павагай да калега ставлюся, каб гэта не было як вельмі шмат праектаў да таго. Ну, то бок, вельмі класная інфармацыя, але падача, упакоўка не самая крутая. І агулам, как бы, у беларускага таксама навязана, как бы был такой шлейф чагосьці сялянскага, хаця не бачу ніякай праблемы ў сялянстве, гэта таксама можа быць вельмі шляхетна, і трэба любіць свае карані, але чагосьці маргінальна. Ведаеш, што такое весь в абрыганым пальце з большой саплёй на барадзе. Да не, класна можа быць беларускай, абсолютно. Знаешь, был такой кинорежиссер Игорь Михайлович Добролюбов, мы с ним дружили, я так очень горжусь и гордился, который снял фильм «Белые росы». И это про яго у гародні там вельмі шмат зараз скульптур, да, конечно, это валізачка. Да, это целая история. Однажды я его пригласил, я сделал фестиваль авангардного кино. По тем временам авангардное кино еще можно было делать фестиваль. И это были любительские фильмы, абсолютно такие нон-профитные. Я его пригласил председателем жюри, то есть сталого человека, сталого режиссера, значит, такого-то. И думаю, классно, вот он. И он отлично отработал, это было прям, ему так было интересно, он аж кипел весь, да. И вот мы едем, закончился фестиваль, вручили призы, и я его домой отвожу на машине, значит, едем с мамой. И он вот просто сидит вот так, и вдруг, вот ничего к этому не предвещало, он говорит: Коля, ты знаешь, что самое страшное у нас в Беларуси? Например, на телевидении. Я говорю: там все было страшно, ничего хорошего почти не было. Я говорю: да нет, не понимаешь, не знаю. Он говорит:
программа «Приглашаем на вечерки». И меня такой, ты знаешь, я такой, почему? Он говорит, потому что эстетика городского поселка возведена в ранг национальной культуры. То есть в Вёске нет ничего плохого. Он своими белыми росами это доказал, что это может быть круто, это может быть весело, и это может быть смешно и мило. Да? А вот городской поселок, где мы построили городские дома в поле, это странно. Это не белорусское вообще, не хуторское, никакое, не сельское. Да? И для меня вот, у нас получается, что очень много и в политике, и в социальном, и в этом, вот этой эстетике городского поселка, вот эти городки, вот это вся это говно, вот оно доминирует. И Лука, он не деревенский, это колхозник. Понимаешь, потому что люди из села, у меня жил со мной во дворе, была такая деревня Зеленый Луг, потом ее расселили, и мы стали жить в районе Зеленый Луг. И у нас там был человек один, он прям абсолютно деревенский. У него, он сыпал афоризмами, он просто идет, мы сидим на лавочке, он проходит и говорит, хлопцы, может вы запорожцы? Мы такие, нет. Он говорит, туда съешьте говна по ложце. Потом подходит и еще поворачивается и говорит, может вы казаки? Ну, да. Он говорит, тогда засуньте языки в стаки. И вот у него это деревенка, это всегда было смешно, это всегда было, и вот этого нет, как бы, этого нет. А появилась вот эта эстетика, когда человек стесняется разговаривать по-белорусски, потому что, по-колхозному. 30% населения срет в дырку в земле. Мы где там вообще? Нас там няма, гэтым займаецца Расійская Федэрацыя, і гэта вельмі, мне падаецца, адзін з лепшых прыкладаў таго, што, не ведаю, Паша Батуев прыходзіў да нас на інтэрв'ю, адна з самых весёлых нашых размоў, я просто сел на фото і рагатаў. Чувак працаваў у рэгіёне Расіі, я не памятаю, як называецца, але там забілі Навальнага. То бок вельмі цяжкія умовы, і вось гэты немцы. Ямал там? Ямал-Ненецкі. Да, і ён кажа, што у меня працавалі вось гэтыя мясцовыя чувакі. І пасля пачынаецца спецаперацыя, як яны кажуць, і ім важна туды ісці. Я ж табе кажу, супер якасная прапаганда. Ну, то бок, людзям, вось мы вяртаемся да дабрабыта. Калі ў цябе ёсць дабрабыт, што з'яўляецца для Расіі мелкімі буржуазнымі ценнасцямі, то ты такой, как бы, павінен быць камфорт. Да гэтага камфорта павінна быць нейкая значнасць, павінна быць нейкая павага. Таксама павінна быць нейкая павага да суседзяў, таму што мы так робім агульны камфорт. Гэта ведаеш, як распавядаюць пра тое, што вось на адной вуліцы жыве сапожнік і чувак, які прадае, не ведаю, хай будзе Марозева. І яны ў выніку, это гарадская псіхалогія, яны зацікаўлены, каб у кожнага было лепей, таму што прахадзімасць у іх будзе больш высокая, і абодва больш заробяць. І вось гэта насамрэч важна. Таму гэтая псіхалогія расійская наконт таго, што я сру в дырку в мінус 40, вельмі цікавы досвід, напэўна. Да, не то слово. Але галоўнае, як наши мальчики в Сирии, это абсолютно не по-беларускі. І мне падаецца, што памер, все кажут, что вот Беларусь маленькая, ни холера не маленькая, коли глядеть на Европу, коли глядеть. Ты мне расскажи, ты хоть раз слышал, что Австрия маленькая страна? Не. Так они столько ж народу, Абсолютно. Дык вось, и мне просто падаецца, что вот то, что у тебя есть межи, тое, што ў цябе працэнт шэнгенскіх візаў агромны, гэта вот база, на якой можна працаваць. Потому што калі ты ніколі не выязджаў з Урала, вот якога ты Сурала, ніколі не выязджаў, з маленькай буквы вместе пішуць. Дык атрымліваецца, што так ты у цябе проста нагледжанасці няма, а у беларусаў ёсць гэта нагледжанасць. І ёсць магчымасць, то бок свет вялікі, свет вельмі цікавы. Да, і не толькі для таго, каб вось у нас была іншая гісторыя пра тое, вось у мяне было в дзяцінстве, які мы херовыя, як добра на захадзе. Вось все, што заходняе, все Не. Таксама ты можаш параўноўваць тое, што ў нас дорава. То бок, які у нас, напрыклад, як лёгка было за ўсё плаціць электронна ў Беларусі. То бок, я чуў, што ў Германіі з гэтым цяжэй, Польшчы больш-менш нармалёва. Таму вельмі важна пакідаць Беларусь час ад часу для таго, каб любоў да яна становилась тут мацней. У меня, знаешь, есть две цифры. С одной стороны, это на каждого белоруса одного, пересекшего границу восточную, приходится 4 пересекшего западную.
То есть это уже обнадеживает. Второе, это отказ до момента, ну, естественно, это до войны, до всего этого. Отказ, это когда я работал, не работал, а я консультировал департамент по миграции Бельгии. И я спросил, сколько отказов у Беларуси. Они сказали 0,14%. А при 15% разговор идет, при 15, не 0,15, а просто 15. Разговор идет об отмене визового режима. То есть мы давным-давно уже должны были быть. И они говорят, я спрашиваю, как к белорусам есть претензий? Нет. Они все работают, они все учатся, у нас криминал 0 к белорусам. То есть это идеальные, нормальные люди, которые... И посмотри по Варшаве, я понимаю, почему так поляки правильно поступают. У них четкий прагматизм. Приехали люди, и на следующий день платят налоги. Ну это нормальные люди, это абсолютно нормальные люди. Сейчас работаем над проектом с Катей Снытиной. История Кати. Очень интересный проект, то есть очень интересный, потому что еще такого в истории мировой не было. Еще не выходила большая спортсменка на большую театральную сцену. Вот Калин сказал, такого больше не было, я зрозумів, вот этот чистый Халезин, хрестоматийный Халезин. Да. Николи такого не было. Потому что я говорил с американским продюсером, он сказал, что большие спортсмены становились, либо они играли какие-то роли в театре, было такое, но это играли роли. То есть, которые были написаны. И либо они выходили в качестве камео в каких-то фильмах, там, играя сами себя. Но чтобы вышла спортсменка, только что закончившая карьеру, и начала рассказывать свою историю со сцены в моноспектакле, этого не было. Поэтому я говорю, что это... И в итоге те, кто работают, белорусы, они оказались на голову профессиональных британцев, которые работают в технологической части всей. На голову, которые в этой индустрии собак съели, всех собак съели до единой. Мне падабаецца, мы показывали так само гэты прыклад, і мы стали прапрацоўваць гэтую тэму уже пасля вашай пастаноўкі, пасля Караля Стаха. Алексіёнка. Абсолютно новый человек, абсолютно, наколькі я разумею, 30 сколько Алексіёнка? Он стал главным дирижером в 31 год. Там же агулам нема, то бок, я 88-го года народжання, калі вось цябе там прыскалі чырёмахай вочы, я нарадзіўся, не звязанай падзеі ніяк. А Виталик, то бок я отрыжка СССР, а ён не, ён же нават не нарадзіўся. І таксама вельмі здорово гэта паказваць. Але калі мы вяртаемся до наших болей... Несколько дней назад у него родилась дочь, назвали Виктория, поэтому мы их поздравим. Виталик. Абсолютно. И я просто думаю про то, что мы робили з Виталиком, и для меня это вельмі натхняльна. Да. Человек цалком интегрированы в европейский поспех. Ты знаешь, было 2 программы последних, которые меня прям разложили. Да? То есть это был Виталик, потому что это оказалось каким-то очень спокойно умным в истории, да, то есть такой прям, знаешь, как-то спокойно, и ты смотришь, и тебе просто хочется смотреть спокойно, и все. И вторая была точно такая же по настроению, по духу, это с Серегой Шупой. Это было прям кайф, потому что это был спокойный белорусский разговор о чем-то очень серьезном и очень просто. Сергей Шупа меня вельмі ўразіў, потому что мне вельмі важны такія персонажы, праз тое, што я нешта атрымліваю таксама праз гэта. Да? Мне агулам я шчаслівы пра тое, што я прыходжу і маю магчымасць не толькі есці на камеру, но і размаўляць з разумнымі людзьмі. І Сергей Шупа гэта пра тое, пра захаванне традыцыяў. Бок, дзякуй Богу. Што робіць Расія, які лайфхак? Акрамя таго, што агенты в апозіцыю все разасрались, і ў выніку там 2 байпола, 2 байсола, 2 перетрём з Халезіным, гэтак далей. Второй перетрём Халезиным это не жадаю вам такого. І іншы лайфхак это тое, што абрабаецца вось гэтай сувязі. А тое, што я маю магчымасць паразмаўляць з такім Шупай, які мне распавядае пра то, што адбывалася, гэта вельмі здорава. І таму я чаму заўзею за тое, каб беларускі YouTube захоўваўся, каб супер розныя людзі тут былі. Таму што мы можам пабудаваць нейкую традыцыю. Лыбавец напісаў кніжку «Занзібар», я вельмі чакаю, пакуль яна прыедзе ў Варшаву, гэта менавіта вось простыя 80-е. Вельмі хочацца пачытаць. І яшчэ момант пра тое, што Шупа мне параіў 2 кніжкі, это было просто 2 на мяне трапілі. Першая, другая, гэта Тула, это конкретно Вільня. Для эмігрантаў, то бок ты можаш параўноўваць падзеі все па карце, па мапе, просто натуральна. А першая, гэта
гэта адзін з рэдкіх. Вось ты казаў пра тое, што у нас эстэтыка гарадскога пасёлка. У нас сапраўды ў літаратуры вельмі шмат беларускай гарадскога рамана. Да, Это «Залманяне», «Мойша Кульбак». Вельмі здорово показаны Мінск. І другі такі раман, таксама вельмі круты. Ну, то бок, от бач, «Залманяне» — это израильский как бы чалавек. Другі — гэта Сергей Пісецкі, гэта Польша. Это менская трылогія. Вельмі крута апісана. Калі гэта нехта яшчэ экранізуе, Мікалай, дык будзе агулам вельмі здорова. Ведаеш, у меня першы, напэўна, выбух наконт там беларускага, гэта вельмі прымітыўна, я прашу прабачэння. Ён здарыўся, калі ў Мінску сталі з'яўляцца байкі, это по-русски байка, как это по-белорусски? Лонгсливы? Худи. Не худи это были. Худи. Лонгслив? Лонгслив. Яшчэ што ёсць? Скажи, свитшот. Свитшот. Як это по-русски? Свитшот. Як это по-белорусски? Як это по-белорусски? Свитшот. Свитшот с надписью «Менск». Да. Такой, что? Может быть, не Нью-Йорк? Не Москва 80, і вось такі вось дробныя рэчы, гэта вельмі важна. Таму я ж табе кажу, што беларусы заслугоўваюць сваіх цішотак адмысловых. Яшчэ была добрая цішотка ў Цэслера. Менск, да. Ну, Цэслер агулам шмат чаго цікавага робіць. Беларусы заслугоўваюць сваіх фільмаў, сваіх кнігаў. Ну і трэба вучыцца любові да сябе. Мне падаецца, што Беларусі будучыня занадта глобальнае пытанне, каб яе выцягваў мозг там аднаго асобнага чалавека. Я не пакутваю на мегаламанію. Я прызнаюся, што мне, напэўна, былі такія перыяды, калі мы былі там в топе і атрымлівалі вялікія беларускія прагляды наконт там сваёй значнасці і магчымасці ўплываць. У меня такога нету. Я лічу, што адзіная нармалёвая працоўная тактыка — гэта якасна і рэгулярна рабіць сваю працу. І становіцца, калі будзе магчымасць, становіцца нейкім прыкладам. І калі 3 чалавекі пасля таго, як яны нейкім цудам паглядзяць твою праграму, там хаця б задумаюцца наконт гісторыі Беларусі, чаму яно так, а не так, чаму мы не рускія са знакам качества, і таму, што, можа быць, не так нармалёва лецець в Піцер, што, можа быць, ён другасны, гэты Піцер, з усёй павагай да тых, хто любіць Піцер. Можа быць, гэта будзе пэўны ўспех. Ну, гэта ёсць софт-пауэр. Мне падаецца, што нармальныя чувакі выкарыстоўваюць софт-пауэр, а не нармалёвыя танкамі едуць в Украіну. Неяк так. Я лічу, што смак шчасця праз нашу ностальгію, ну, для мяне вот тут вельмі недалёка на метро Слюжев ёсць беларускі хлопец з Бярозы, калі я не памыляюся, он робіць мінскую шаурму. Не вот этот вот мясцовы кебаб, там вось гэта вот і всё. То бок гэта сапраўды шаурма. Гэта вось такой смак Мінска для мяне. Гэта шчасце такое, ну, разумееш, што калі шаурма, я себя отпусціл. То бок у меня няма ніякіх справ. Это, ведаеш, як выпіл дзень свабодны. Вот у меня шаурма, я разумею, больш за то, я разумею, што я вельмі рэдка туды прыязджаю, я ем 2, і яна з цыбулей, і пасля мяне Аліна да сябе 2 дні не пускае, я разумею, што у меня будзе 2 дні з сабой, абсалютна. Гэта наконт таго, што для мяне. Наконт нейкага сямейнага смака, я разумею, што гэта смак сырнікі, якія я раблю, таму што это азначае, што сырнікі, над сырнікамі крышачку трэба пакалдаваць, таму это азначае, што у цябе спакойная раніца. І, напэўна, наконт адпачынку я не салю, я перчу толькі, я разумею, што вось калі я адчуваю штосьці складанае, напрыклад, соус, які ёсць пасці, ці, напрыклад, як людзі апрацавалі нейкі там стейк, і я разумею, што у мяса не самы звычайны для мяне смак, я разумею, што вот гэта мой смак адпачынку. І смак нейкага там задавальнення. Дзякуй, што быў са мной і што пачуццяваў гэту вельмі смачная ежа, сур'ёзна. Я табе кажу, што вы как-то вельмі стала гэта прахадная тэма, а ежа сапраўды смачная, і я вам хочу сказаць, што Халезін сапраўды смачна гатуе. І вельмі здорава. Дзякуй, дружа. Дзякуй вялікі. Дзякуй. Хотите как в России? Вопрос был модный такой. Хотите как в России? Или там, хотите как в Америке? Ну, хотим, но точно не как в России. Потому что, мы же трезвые люди, мы же видим, что там и как там. Мы хотим, как в Беларуси. Только не в той Беларуси, которая сейчас, а в той, которая будет. Когда-то будет. Она будет в любом случае. Тут вопрос, как сделать, чтобы это произошло побыстрее. И тогда хотим. Давайте так. Нету у нас никаких старших братьев. Вообще у меня есть старший брат, и мне этого достаточно.